Миллиметр за миллиметром, так из безжизненного металла рождается байкальская легенда. Озеро и его обитатели на рукояти грозного ножа. Впрочем, мастер давно сказал «прощай оружие». Из-под его руки выходит лишь произведение искусства, каждое со своим характером. Ножи сердитые бывают, бывает добрые. Тут так сделаешь, так, но не идет, и все. Еще возьмет, тебя порежет. Сердитые ножи. А есть ножи, которые раз, и все получилось. Добренькие. Несмотря на нрав, каждый должен быть острым, способным разрезать не только бумагу, но и кожу животных, ветки деревьев и даже проволоку. Нож сегодня, как и в прошлом, незаменимый инструмент бурятского народа. В древности даже женщины знали, как закаляется сталь. Буряты единственная, по-моему, народность, где атрибут бурятского костюма – маленький бурятский женский нож. У буряты раньше родился мальчик, сразу берут маленькие ножички и ложат под подушку. Это он как охранный талисман. На изготовление одного ножа может уйти до месяца. Отчеканенный рисунок никогда не повторится, даже если делают его по единому эскизу. Один из любимых ножей автора, Арсалан, обезоружил жюри российского конкурса «Туристический сувенир». В Бурятии прошел региональный финал. Отсмотрели свыше 300 работ из 11 регионов Сибири и Дальнего Востока. Уже туризм создает много рабочих мест, но вот создание туристических сувениров – это отдельная отрасль. И очень креативно. Всем желаю хорошего бизнеса, больших продаж, хорошей цены, много клиентов. А они у ремесленников появятся. Бурятские художники заняли большинство призовых мест, а значит, их творчество увидит вся страна. Победители отправятся на финал конкурса в Нижний Новгород. Он пройдет в октябре этого года. Впрочем, Батом Ардыгеев мечтает вовсе не о всероссийском признании. Болеет душой за местных коллег по цеху. У меня мечта такая, что надо объединить всех мастеров. Светлана Семеренко, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус».